الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد. Говорит автор, третья основа. Познание нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это тоже является великой основой, точно так же, как первая и вторая основа является великой. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посредник между нами и Всевышним Аллахом в донесении откровения. Мы с вами никак не сможем узнать, что нужно делать, чтобы избежать гнев Аллаха и его наказания, что нужно сделать для того, чтобы вызвать довольство Аллаха и получить его награду, иначе как через кого. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد. Говорит автор, третья основа. Познание нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это тоже является великой основой, точно так же, как первая и вторая основа является великой. Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посредник между нами и Всевышним Аллахом в донесении откровения. Мы с вами никак не сможем узнать, что нужно делать, чтобы избежать гнев Аллаха и его наказания, что нужно сделать для того, чтобы вызвать довольство Аллаха и получить его награду, иначе как через кого? Через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Больше никто другой нам не сможет объяснить этого или указать на это. Никто другой больше этого сделать не сможет. Отсюда становится ясно, что эта третья основа тоже является великой основой. Так как мы не сможем познать Господа и не сможем узнать, что такое религия ислам, иначе как через посредника, который будет нам говорить и передавать от Всевышнего Аллаха. И таким человеком был только наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Отсюда становится ясно, что это третья, последняя великая основа, от которой зависит первая и вторая основа. Это третья основа, от которой зависит первая и вторая основа. Первая основа – это познание Аллаха, а вторая основа – это познание его религии, ислам. Кто до нас донес, кто нам объяснил, кто нам разъяснил, это сделал только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, мы с вами должны знать этого великого человека, который является нашим пророком. И не к лицу мусульманину, который говорит, что он мусульманин, и свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха, не к лицу ему говорить Мухаммад посланник Аллаха и не знать, кем был этот человек, саллаллаху алейхи вассалям. И как упомянули ученые, твоя вера в то, что Мухаммад посланник Аллаха, не ограничивается тем, что ты говоришь Мухаммад посланник Аллаха. Но туда входит осведомленность и знание о его происхождении, саллаллаху алейхи вассалям, а также сколько было ему лет, место его рождения и куда он переселился. Также знать нужно его жизнь пророческую, как он ее провел, хотя бы вкратце. И необходимо также знать, с чем он был послан и для чего он был послан. Значит, эта основа интересуется охватыванием жизнеописания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотя бы в общем, хотя бы в кратком виде. Нужно знать жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хотя бы вкратце. В первую очередь, ты обязан знать из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что сделает действительным твое свидетельство, которое ты приносишь Аллаху, говоря «Мухаммад – посланник Аллаха». Если ты говоришь «Мухаммад – посланник Аллаха», и потом у тебя спросит «Знаешь ли ты Мухаммада? Кто он?» Скажет «Я не знаю его». То это будет доказательством на что? Это будет доказательством на то, что эти твои слова и это твое свидетельство, оно нечистое, оно не в порядке. Нужно привести ее в порядок. И то, что упомянул в этой третьей основе, то, что мы с вами прочитаем, инша Аллаху Та'аля, будет достаточным для того, чтобы человек смог ответить на вопросы в могиле. О том, кто твой пророк. То, что упомянул здесь автор, этого достаточно, инша Аллах, чтобы быть готовым ответить на этот великий вопрос, а именно, кто твой пророк? Кто твой пророк? И нам также необходимо знать, дорогие мои братья, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знание о нем, о его жизни, подробно разложено в книгах ученых под названием «Сира» – жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
Но есть определенные моменты или эпизоды из его жизни, которые должен знать обязательно каждый верующий, если он является верующим. И которые обязан знать каждый мусульманин, если говорит, что он мусульманин. Есть минимум, который должен знать человек о своем пророке для того, чтобы быть готовым ответить на вопросы ангелов в могиле. Есть минимум, то есть есть количество, которое будет достаточно для того, чтобы спастись в этот тяжелый миг или момент встречи с Аллахом Субханаху ва Тааля в могиле. Если вы не забыли, в первом уроке или на первом уроке мы с вами упоминали длинный хадис Аль-Бара ибн Азиб. Также с вами упоминали хадис Анаса ибн Малика. С вами также говорили о том, что этот хадис также приводится со слов Аиши, радийаллаху анха, где говорится, подробно описывается о том, как человек расстается с этим миром или с этой жизнью и отправляется в жизнь в будущую. Встречается в могиле с двумя ангелами, которые задают ему 3 вопроса. Кто твой Господь, какая твоя религия и кто твой пророк. Если не забыли, мы этот хадис с вами на первом уроке упомянули. И тот, который посмотрит на различные версии этого хадиса и то, какой правильный ответ дал верующий на задаваемый ангелом вопрос, кто твой пророк, кто внимательно присмотрится к ответам верующего в этих версиях хадиса, ему станет ясно, что есть 4 момента, которые обязан знать каждый верующий мусульманин о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. 4 вещи, которые обязательно знать должен каждый верующий. Первое – это то, что упомянулось в Муснаде, в великом сборнике хадисов имама Ахмада со слов Аиши, радийаллаху анха. Когда 2 ангела спросят у раба, что это за человек, который был послан к вам, что это за человек, который был послан к вам, верующий скажет, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, посланник Аллаха. Мухаммад, посланник Аллаха. Значит, первая вещь, которую должен знать каждый мусульманин о своем пророке, это его имя и его происхождение. Это его имя и его происхождение. Обязан знать. Вторая вещь приводится в версии Аль-Бухари и Муслима в хадисе Анаса ибн Малика, радийаллаху ан, который передавал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис, в котором было сказано, что верующий ответит, какими словами, когда у него спросят, кто твой пророк, он ответит, «Ашхаду аннаху абдуллахи ва расулю». Я свидетельствую, что он раб Аллаха и его посланник. Как раз таки каждый день в своих намазах, в своих молитвах верующие это слово произносят. Где? На ташахуде, когда говорят «Ашхаду алла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, а также свидетельствую, что Мухаммад является его рабом и посланником. Значит, вторая вещь, которую обязательно должен знать каждый мусульманин, это его знание о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является рабом и его посланником. Посланником, то есть Аллах его выделил от остальных людей, даровав ему от себя откровение, избрав для того, чтобы быть пророком. В этом плане он не как человек. Он слышал то, чего не слышат люди, и видел то, чего не видят люди. И знал об Аллахе то, чего они не знают. На него была возложена обязанность передать, и он это сделал. Алейхи салату вассалям. На это указывают твои слова посланник Аллаха. А твои слова, то, что он раб Аллаха, указывает на то, что ты не ставишь, несмотря на то, что любишь его больше, чем самого себя, своих родителей, свое имущество, несмотря на это, что ты уважаешь, почитаешь, возвеличиваешь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, помогаешь, борешься за него, ревнуешь и отстаиваешь его честь своими словами, своими органами тела. Несмотря на это, ты знаешь, какое место занимает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и что оно не доходит до уровня обожествления, и что ничего из качеств или особенностей Творца ему не принадлежат. Не присуще ему ни одно качество, ни один атрибут Творца. На это указывают твои слова, что он раб. То есть раб, которому нельзя поклоняться и которому нельзя прибегать за помощью, когда с тобой случается беда. А он раб, всего лишь раб, который говорил: поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему никого и ничего в сотоварищи. Значит, это вторая вещь, которую должен обязательно знать каждый верующий, вне зависимости от того, какими знаниями он обладает или чем занимается, какой профессией обладает. Это исключительно, абсолютно относится ко всем. Сюда же входит знание твое о том, как он стал пророком и как он стал посланником. Как раз таки это упоминает автор сейчас,
когда будем читать то, что он написал. Третья вещь, которую обязательно должен знать верующий, это то, что приводится в одной из версий хадисов имама Ахмада в его великом сборнике «Аль-Муснад», со слов Аиши, радiyallahu анха, что верующий ответит на этот вопрос, сказав «Мухаммад», то есть когда он спросит, кто твой пророк, он ответит «Мухаммад, посланник Аллаха, джаа биль баййинати мин индиллах, фасаддакнаху». Он явился к нам с ясными знамениями и доводами от Аллаха, и мы подтвердили и уверовали в Него. Мы подтвердили это и уверовали в Него. Значит, третья вещь, которую обязательно должен знать, это то, с чем он был послан. Твое знание о том, с чем он был послан. А не с чем был пророк послан, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня есть мусульманин, он говорит, Мухаммад, посланник Аллаха, но несмотря на это, заметишь его, идет на могилы и поклоняется тем, которые лежат в могилах. Посещает мавзолеи и взывает к умершим. Этот человек, он не узнал, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если будет продолжать скитаться в этой слепоте, в этом невежестве, в этом заблуждении, не сможет ответить на этот вопрос в могиле. Не сможет ответить на этот вопрос в могиле. Почему? Потому что ты должен знать, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если мусульмане, к большому сожалению, говорят, наш пророк Мухаммад, но верят в переселение душ после смерти. Этот человек, вообще нет никакой связи между ним и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому человек должен знать, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как раз таки об этом мы с вами будем говорить, когда будем читать слова автора. И четвертая, последняя вещь, которую должен знать каждый верующий, это знать доказательства на его посланническую миссию. Знать доказательства, знать аяты из Корана или хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, свидетельствующие о его посланнической миссии, то есть о том, что он был посланником и был пророком, посланным от Аллаха, табарака ва тааля. На это указал риваят в одной из версий хадисов Аль-Бара ибн Азиб, что два ангела спросят у него, знаешь ли ты человека, который был послан к тебе? Что ты сможешь сказать об этом человеке? Что ты можешь сказать об этом пророке? Он скажет, «Караату китаб Аллах, фааманту васаддакту». Я читал книгу Аллаха, уверовал в нее и был верен этому. Читал. Это условие, чтобы верующий читал и знал аяты книги Аллаха, субханаху ва тааля. А также хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Хотя бы то, что указывает на его пророчество и на то, что он был посланником. И просим Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы помог верующим познать ихнего пророка, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько много мусульман имеют неправильное представление о своем пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Сколько много мусульман не знакомы с ним, с его жизнью, вообще, ни капельки, не знают ничего. Есть такие мусульмане или нет? Сегодня современных звезд эстрады или актеров знаменитых, маша Аллах, подробно тебе расскажет о его жизни. Знает их имя, даже знает машину, на которой он ездит, где он живет, сколько у него жен, с кем и когда он развелся и так далее. Но удивительно, спросишь у него, ты веришь в Мухаммада? Конечно, верю. Расскажи мне хоть что-нибудь о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Не знает даже места, в котором он родился и куда был переселен. Не знает аяты, которыми Аллах сделал его пророком, или через которые Аллах сделал его пророком и сделал его посланником. Пусть Аллах обратится к верующим и поможет им познать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и да простит он их ошибки и их упущения. Значит, прочитаем с вами слова автора. Говорит, познание вашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит его имя, сейчас автор упомянет происхождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Его имя Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Мутталиб ибн Хашим. Это происхождение пророка, алейхиссалату вассалям. Говорит, Хашим был родом из Курайша, то есть племя Курайшиты. Курайшиты же были арабами, а арабы являются потомками Исмаиля ибн Ибрахима аль-Халиля. Мир ему и нашему пророку и лучшие благословения. Вот оно, происхождение нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во-первых, его зовут Мухаммад. Его имя Мухаммад. И это не единственное его имя, так как у него было много имен. Среди его имен Ахмад, Аль-Хашир, Аль-Акиб, которые указаны на какие-то качества, которыми он обладает. Как, допустим, Аль-Акиб, пришедший вслед после посланников. То есть есть у него много имен, которые указаны на определенные его качества и его атрибуты или эпитеты, которыми он отличился. Алейхиссалату вассалям.
Его самое распространенное, самое известное имя, которое упомянуто в священном Коране – Мухаммад. Именно так его знают верующие мусульмане сегодня на земле. Мухаммад. Это имя, его корень хамд указывает на вознесение хвалы, хвалить кого-то, одабривать действия кого-то, хорошо, положительно отзываться о ком-нибудь. Все эти понятия входят в слово аль-хамд. Он был назван Мухаммад, или его назвали Мухаммадом, потому что, когда называли его таким именем, хотели, чтобы он был человеком, которого все хвалили, и действия которого одобряли всегда, и за которым не было бы замечено каких-то недостатков в поведении, или еще что-нибудь, что могло бы опорочить его, или очернить его честь. Алейхи салату вассалям. С такими намерениями его прозвали Мухаммад. И он в действительности стал таким. Алейхи салату вассалям. Был самым идеальным, самым прекрасным человеком, кого восхваляли все без исключения. И друг, и враг. Все были единогласны в том, что он обладатель великих качеств, совершенных из них. Это то, что касается его имени. Его имя Мухаммад. Потом говорит Ибн Абдуллах. Ибн, конечно же, сын. Переводится с арабского сын. То есть он был Мухаммад сыном Абдуллаха. А Абдуллах, в свою очередь, был сыном Абдуль-Мутталиб. Абдуль-Мутталиб был сыном Хашима. Вот такая цепочка. Происхождение родословное кого? Пророка, алейхи салату вассалям. Его отца звали Абдуллах. Это было его настоящим именем. А его деда звали Абдуль-Мутталиб. Абдуль-Мутталиб не было именем его деда, которым нарекли его родители с детства. Но Абдуль-Мутталиб это прозвище. Настоящее его имя Шейба. Его звали как? Шейба. Что касается этого прозвища, Абдуль-Мутталиб, то если буквально переводить, то означает абд, то есть раб кого? Аль-Мутталиб. Мутталиба. Мутталиб это его дядя. Мутталиб это его дядя, который был сын Хашима. Хашим был сыном Абду-Манафа. Абду-Манаф, у него было 4 мальчика. Одного из них звали Хашим, как раз таки прадед кого? Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потомков Хашима называют хашимиты. У Абду-Манафа также был сын, которого звали Аль-Мутталиб. Звали его Аль-Мутталиб. Значит, Шейба был сыном кого? Был сыном Хашима. Получается, был племянником Абдуль-Мутталиба. И однажды, когда Абдуль-Мутталиб приезжал с гостей в город, рядом с ним сидел его племянник. Как раз таки кто? Который мы сами сказали, зовут Абдуль-Мутталиб, то есть было прозвищем, а звали его Шейба. Звали его Шейба. Был рядом со своим дядей Аль-Мутталиб, заезжал в город, после того, как навестил своих родственников, заезжали они в город, и от солнца он почернел. И люди подумали, что Аль-Мутталиб приобрел раба. И сказали: о, Абдуль-Мутталиб, раб Абдуль-Мутталиба. Но он не был его рабом, он был его племянником, сына Хашима, его звали Шейба. И с тех пор это прозвище осталось за ним. Начали его называть Абдуль-Мутталиб. Абдуль-Мутталиб, то есть раб Аль-Мутталиба. У Абду-Манафа также был третий сын, его звали Абду-Шамс. К потомкам Абду-Шамса относится великий сподвижник Уфман ибн Аффан, радиаллаху анху, а также целое племя Бану Умайя. И был у него четвертый сын, которого звали Науфаль. Из потомков Науфаля были такие великие сподвижники, как Джубейр ибн Мут'им и Хаким ибн Хизам, радиаллаху табарака ва та'аля анхума. Значит, Мухаммад сын Абдуллаха. Абдуллахом был сын кого? Шейбы, прозвищем которого было Абдуль-Мутталиб. Он был сыном Хашима. Хашим был сыном кого? Абду-Манафа. Их было 4 братьев, еще раз говорю. Хашим, Аль-Мутталиб, Абду-Шамс и Науфаль. Хашим был родом из племени Курайш. Курайшиты, в свою очередь, были по нации кем? Говорит автор, были арабами. Были арабами. А арабы были потомками Исмаиля, это известный пророк. Исмаил – это известный пророк, упомянутый в Коране, который был сыном Ибрахима, отцом пророков. Третьим отцом пророков Ибрахим, потом говорит автор Аль-Халиль. Аль-Халиль – это было звание пророка Ибрахима. У него было такое звание – Аль-Халиль. Аль-Халиль переводится возлюбленный. Он был возлюблен Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Аллах его возлюбил очень сильно. Очень сильно возлюбил кого? Своего пророка Ибрахима. Это был эпитетом пророка Ибрахима, алейхи салату вассалям. Курайшиты были арабами. Кто такие арабы? Арабов разделяют. Первые – это вымершие арабы, которые жили раньше и вымерли. К ним относится народ Нуха, народ Ада, которых мы называем адиты, народ Самуда, которых мы называем самудяне, и народ Шуайба, пророка Шуайба. Все были они арабами, но вымерли.
все они были упомянуты в священном Коране. Народ Нуха, к ним был послан Нух, народ Ада, к ним был послан Худ, народ Самуда, к ним был послан Салих, и жители Мадьяна, которым был послан Шуайб. Все они были арабами, но их называют вымершими арабами. Цивилизация их вообще не осталась. От них очень мало известно, что историкам. И нету никаких достоверных источников, которые подробно бы нам описывали жизнь этих арабов. Потом вторая часть арабов – это оставшиеся арабы, которые остались жить на земле и чей язык сохранился. Их же, в свою очередь, оставших арабов подразделяют на два вида. Чистокровные арабы и арабизированные. Чистокровных арабов называют кахтаниты, а арабизированных называют аднаниты. Чистокровные арабы – это жители Йемена. Они разговаривали на арабском языке. Их называют кахтаниты. Что касается арабизированных арабов, то это аднаниты, которые относятся к пророку Исмаиль. Почему арабизированные? Почему не чистокровные? История вкратце их не такова. Пророк Ибрахим, алейхиссалату вассалям, мы знаем, Аллах послал его, и он призывал к Аллаху. Был в Ираке, был в Харране, то есть в Шаме, был в Палестине. У него была жена Сара и наложница Хаджар. Сара родила ему Исхака, который является родоначальником кого? Сынов Исраиля, Якуба, который был внуком Ибрахима, сыном Исхака. А Хаджар родила ему Исмаила. После того, как Хаджар родила Исмаила, Сара заревновала и сказала: удалить, чтобы я не видела ее. Удалите, чтобы я не видела ее и этого ребенка. И тогда Ибрахим был вынужден переселиться вместе с ней и оставил их в долине Саудовской Аравии. Здесь ныне называется как? Мекка. Оставил их в Мекке. Была местность, где не росла трава и где не было воды. Оставил их там и ушел. У них были запасы. Была вода, было немножко фиников, но потом они кончились. И тогда Хаджар начала бегать и искать воду. И Всевышний Аллах по своей милости послал Джибриля, который вырыл ей источник Замзам. Забила ключевая чистая вода, которая называется как? Замзам, и они начали пить. Она и ее сын Исмаиль. Это местность, в которой не было воды вообще. И теперь там есть источник, который называется как? Замзам. Как раз таки, когда они находились там, мимо них проходили кахтаниты, чистокровные арабы, со стороны Йемена. Проходя мимо, они заметили, что у них есть вода, и договорились на определенных условиях, что останутся жить здесь. И обустроились. Среди них вырос пророк Исмаиль, сын Ибрахима. Ибрахим, конечно же, потом ушел, но периодически посещал их. Где? В Мекке. Исмаиль вырос у чистокровных арабов, кахтанитов, но через некоторое время Всевышний Аллах внушает ему особый, ясный, чистый арабский язык, на котором будут разговаривать на арабском полуострове, и среди которых появится пророк Мухаммад, печать всех пророков, алейхиссалату вассалям. Аллах внушает ему чистый, красноречивый арабский язык, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ауалю манин фатака лисануху биль арабияти Исмаиль». Первый, чей язык заговорил на чистом арабском языке, был кто? Исмаиль. Поэтому их называют не чистокровными арабами, а как? Арабизированными, потому что они в основе не были арабами, потому что Ибрахим не был арабом, Хаджар тоже не была арабкой. Соответственно, и сын Исмаиль не был арабом. Но вырос среди чистокровных арабов и разговаривал на их языке, и впоследствии Аллах ему внушил еще особый, более яснее, более красноречивый арабский язык, на котором говорили арабы, среди которых был послан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Это смысл слов автора, где говорит: курайшиты были арабами, а арабы потомки Исмаиля. Теперь понятно? Были потомками кого? Исмаиля, который был сыном Ибрахима, аль-Халиля. Говорит автор: пророк умер в 63 года. Сколько прожил пророк всего в общем? 63 года. 40 лет он прожил до пророчества, 23 лет он был пророком, посланником. Пророком и посланником. То есть, хочет сказать то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился в Мекке, где вырос и кормился в племени Бану Саад. Его грудям там кормила Халима ас-Саадия. Когда он еще был в животе у своей матери, его отец Абдуллах умер. Потом, чуть погодя, умерла его мать. И его стала воспитать женщина, которую звали Умму Айман. Была эфиопка, с Эфиопии. Он был на обеспечении его дедушки Абдуль-Мутталиб. Потом умер Абдуль-Мутталиб. Содержать, смотреть, воспитать, в будущем быть его попечителем взялся его дядька Абу Талиб со стороны отца. Прожил 40 лет. Прожил 40 лет, саллаллаху алейхи вассалям, до пророчества вот таким вот образом.
правдивым, щедрым, надежным, кому можно было доверять, отстранялся и ни разу не поклонился, не сделал суджуд и не приближался к идолам, не пил вино, не делал то, что делали раньше нечестивые арабы его времени. Не делал этого ничего. Саллаллаху алейхи вассалям. И после этого, когда ему было 40 лет, он стал пророком. Об этом говорит автор. 40 лет он прожил до пророчества, 23 лет он был пророком и посланником. Потом говорит автор, Аллах назначил его пророком, ниспослав аят «Икра бисми раббика аллази халак». Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Аллах назначил его посланником, ниспослав аят «Я айюхаль муддаффир». О завернувшийся в плащ. Сура Аль-Муддаффир. А когда назначил его пророком, ниспослав аят «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее», то есть первые аяты суры Аль-Алак. Автор здесь хочет указать на один вопрос, который мы с вами упомянули в начале урока, а именно, когда и какими аятами Аллах его сделал пророком и посланником. Когда мы говорим пророком, имеем в виду, что Аллах открыл ему свое откровение, но пока приказа призывать человечество к этому откровению не поступило. Когда поступил приказ призывать к этому откровению всех без исключения, открыто призывая все творения к этому откровению, он стал посланником. Поняли, в чем разница между пророком и посланником? То есть стал он пророком, когда Аллах не спасал ему эти аяты читай, он уже стал пророком, но ему не было еще приказано доносить это до людей. Потом, чуть попозже, стал посланником. То есть, когда был неспосланы аяты о завернувшийся в плащ. Стал посланником, то есть Аллах приказал ему доносить, призывать к тому откровению, которое открылось ему Всевышним Аллахом Субханаху ва та'аля. Автор хочет указать, когда упомянул это, автор хотел указать на два хадиса, которые приводятся в Сахих, достоверном сборнике имама Аль-Бухари, со слов Аиши, радиаллаху анха, и со слов Джабира. То, как он стал пророком, рассказала нам Аиша, радиаллаху анха. А то, как он стал посланником, рассказал нам Джабир ибн Абдилlah. Приводится где? В достоверном сборнике мусульман, где собраны хадисы, Аль-Бухари называется. Аль-Бухари. Аиша рассказывала. Сначала ниспослание откровений посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, началось с благого видения во сне. То есть видел благие, хорошие сны, правдивые сны. И никаких иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре, он никогда не видел. Были ясные, правдивые, незапутанные сны. Это было в начале. Но затем ему была внушена любовь к уединению, говорит Аиша. И он стал часто уединяться в пещере на горе Хира в Мекке. Стал там часто уединяться, саллаллаху алейхи вассалям, где занимался, говорит, делами благочестия, что выражалось в поклонении Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникло желания вернуться к семье. Обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже. В то время у него была жена, ее звали Хадиджа. А потом возвращался к своей жене Хадиджи и брал все, что ему было нужно для того, чтобы заново уединиться. Это продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел и велел: «Икра, читай». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Я не умею читать». Как мы с вами говорили на прошлом уроке, пророк, алейхи салату вассалям, не умел ни читать, ни писать. Тут ангел приходит к нему и говорит: «Читай». А он отвечает: «Я не умею читать». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал: «Тогда он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела. А затем он отпустил меня и снова велел: читай». Я сказал: «Я не умею читать». Во второй раз он сжал меня так, что я опять напрягся до предела. Затем отпустил меня и сказал: «Читай». И я снова сказал: «Я не умею читать». Тогда он сжал меня в третий раз, а затем отпустил и сказал: «Икра бисми раббика аллази халак». Читай во имя и с именем Господа твоего, который сотворил. Халакал инсана мин алак. Сотворил человека из сгустка крови. Икра ва раббукаль акрам. Читай, а Господь твой щедрейший. Это были первые аяты суры Аль-Алак, которые были ему ниспосланы в это время, когда он находился на горе Хира. Потом Аиша рассказывала, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сердце которого трепетало от страха вернуться с этим, вошел к Хадидже бинт Хувейлид, то есть к его жене, и сказал: «Заммилюни, заммилюни, укройте меня, укройте меня». Его укрыли, и он оставался в подобном положении, пока страх его не прошел. Алейхи салату вассалям. После чего он сообщил ей обо всем и сказал: «Я испугался за себя». Хадиджа сказала: «Нет, нет, клянусь Аллахом,
Аллах никогда не покроет тебя позором. Ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя слабому и отделяешь неимущего, оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы. Ты описан этими великими качествами. Ты очень хороший человек. Такого, как ты, Аллах не покроет позором. Не следует пугаться. Вот как жена подбодрила его, и вот как Хадиджа поддержала его, ради Аллаху анха. После этого Хадиджа вышла из дома вместе с ним и привела его к своему двоюродному брату, которого звали Уарака, который был сыном Науфаля бин Асад ибн Абдиль-Узза, который в эпоху джахилии принял христианство. То есть в те время, еще до ислама, он был христианином, пользовался для своих записей письменностью иудеев. То есть хорошо читал и разбирался в их письменности. Выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху. И к тому времени уже являлся глубоким слепым стариком. Хадиджа сказала ему: «О сын моего дяди, выслушай своего племянника». Уарака спросил его: «О племянник, что ты видишь?» И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил ему о том, что он видел. Уарака сразу же сказал: «Это тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе. О, если я был бы молод, о, если бы я был молод в эти дни и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя». Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям: «А разве они будут изгонять меня?» Уарака ответил: «Да, ибо когда бы не являлся человек с чем-либо подобным тому, что принес с собой ты, с ним всегда враждовали. Но если я доживу до этого дня, то буду помогать тебе, как только смогу». Однако Уарака вскоре умер, а откровения временно прекратились. Конец хадиса, который приводится у имама Аль-Бухари. Вот так стал Мухаммад пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Потом откровения временно прекратились. Потом через некоторое время возобновились, и он стал посланником уже. Об этом нам сообщил Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхума, как приводится в этом же достоверном сборнике хадисов Аль-Бухари. Он рассказывал, передавая от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Как-то раз я шел по дороге и вдруг услышал голос с неба. Я поднял голову и увидел явившегося ко мне в пещеру на горе Хира ангела, то есть Джибриля, который на этот раз сидел на троне между небом и землей». На этот раз сидел на троне между небом и землей. Я испугался его, вернулся домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня». После чего Аллах Всевышний спасал аяты, в которых говорилось: «Я айюхаль муддаффир, кум фаанзир, ва раббака факаббир, ва сиябака фатаххир, ва руджза фахджур». Потом были ниспосланы эти аяты, то есть которые упомянул автор здесь в тексте. «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай». А после этого, говорит, откровения возобновились с новой силой и стали приходить одно за другим. Это хадис, который приводится в Сахих Аль-Бухари, где говорится о том, как стал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророком и посланником. Говорит автор, городом пророка является Мекка, а городом, куда он переселился, является Медина. Город, в котором он родился, в котором он прожил, призывал к единобожию, был Мекка, а городом, куда он переселился, является Медина после этого. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал местом его пророчества именно этот город, Мекка, и назвал его Уммуль-Кура, мать селений. Мать селений, то есть самое главное и самое важнейшее селение на этой земле, куда будут смотреть все мусульмане и куда будут съезжаться все мусульмане. Поэтому Мекка всегда должна быть образцом для подражания и примера. Показать хороший пример, предостерегать от многобожия и новшеств религии. Потому что Аллах это приказал, когда Ибрахим и его сын Исмаиль строили Каабу в Мекке. Сказал: «Ва'ахидана иля Ибрахима ва Исмаиля ан тахира бейтия литтаифина вал'акифина варрукка'ис суджуд». Мы повелели Ибрахиму и Исмаилю, чтобы они очистили мой дом для тех, которые будут делать там обход, то есть вокруг Каабы, для пребывающих в ней, для поклонения, и для тех, которые совершают намаз и падают ниц перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Приказали очистить дом, поэтому этот дом, этот город должен быть очищен в первую очередь от многобожия, ширка, и должен быть очищен от всех новшеств и всех остальных грехов. Мекка — это самый главный, самый важный город, является матерью селением, как назвал ее Всевышний Аллах в Коране таким образом. А городом, куда он переселился, является Аль-Мадина. Аллах послал его предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду. Зачем стал пророком? К
К чему он призывал людей? Какова была его миссия? Говорит, предостерегать людей от ширка и призывать их к таухиду, к единобожию. На это указывает высказывание Всевышнего. Посмотрите даже на первые аяты, через которые он стал, или после ниспослания которых он стал посланником. Посмотрите. «О, завернувшийся в плащ, встань и увещевай, встань и увещевай, Господа своего величай, одежды свои очищай, скверны сторонись». Говорит автор, встань и увещевай, означает предостерегай от ширка и призывай к таухиду. Увещевай людей. Что такое увещевание? Увещевание – это оповещение людей об опасности, которая уже надвигается на них. Это называется увещевание. Встань и увещевай, предостерегай людей от ширка. Разъясняй им, что такое ширк. Говори им, что такое ширк. Пусть они не поклоняются другим божествам вместе с Аллахом. И призывай к единобожию, чтобы люди полностью обратились со всеми своими видами поклонения к Аллаху, субханаху ва та'аля. Господа своего величай, говорит автор, означает возвеличивай его через таухид. Как ты сможешь возвеличить своего Господа? Как ты сможешь признать величие своего Господа? Только вот таким вот образом, через таухид, через единобожие. Призывая к поклонению только Ему одному. Только так ты сможешь величать своего Господа. Поэтому тот, который говорит, я возвеличиваю Господа, я считаю Его великим, а потом ходит на могилы и поклоняется мертвым, не возвеличивает Аллаха должным образом. Не возвеличивает Аллаха должным образом. Потом говорит, одежды свои очищай. Говорит автор, означает очищай свои дела от ширка. Таково толкование этого аята или один из толкований этого аята, который упомянули сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и который выбрал здесь автор сейчас для этого послания. Означает очищай свои дела от ширка. Аллах назвал дела человека одеждой. Почему? Потому что одежда постоянно неразлучна с человеком. Если он ее снимает, то сразу же одевает на себя другую одежду. Точно так же и дела человека неразлучно будут находиться с ним в этом мире, в могиле, и когда воскреснет, постоянно будут дела с ним, и от его дел зависит его будущее. Будет ли оно злосчастным, или будет он счастливым. Будет счастливым. Значит, одежды свои очищай, очищай свои дела от ширка. Очищай свои дела от чего? От ширка. Пусть твои дела будут все искренне, посвящены только одному Аллаху субханаху ва та'аля, не предавая ему сотоварищей. Скверны сторонись. По скверной имеется в виду идолы. Идолы или все то, чему поклоняется вместе с Аллахом. Пусть это будет идол в виде человека, или пусть это будет какой-то другой объект поклонения, изображение или не изображение. Камень, дерево, статуэтка. Любое не имеет абсолютно никакого значения. Что бы ни было, называется скверной в Священном Коране. Скверно. Почему? Потому что это дело самое скверное и несправедливое, и потому что совершающего его ждет скверные наказания у Аллаха субханаху ва та'аля. Сторониться их, говорит автор, означает удаляться от них и быть непричастным к ним и язычникам. Как мы с вами говорили, непричастность к многобожникам и многобожию. Обратите внимание, дорогие мои братья, это были аяты, ниспосланные пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он донес их кому? Многобожникам, которые жили в его время. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал призывать, начиная с самых близких к нему людей, как приказал ему Всевышний Аллах, «Ваанвир аширатакаль акарабин», возвещай об этом своих близких родственников. Он начал призывать своих близких родственников, живя в своем квартале, свои племена, но Аллах его сделал посланником ко всем людям. Они искали приближение к Аллаху через эти идолы. Но когда с ними случалось зло, они оставляли эти божества и прибегали только к одному Аллаху, как мы с вами об этом говорили. У них были страсти, и поступали они вот таким вот образом, братья. И Аллах приказывает идти к ним и призывать их к единобожию днем и ночью. Вот таким вот образом, не спосылая аяты, угрожая им огнем и угрожая им наказанием. Что сказать про многобожников, которые живут в наше время? И некоторые из них, которые умудряются говорить, что они мусульмане, которые во время радости и во время горя прибегают к своим объектам поклонения, к своим шейхам, к своим устазам, к духам умерших людей. И в горе, и в радости. Разве эти аяты, они не заслуживают обращения к ним в первую очередь? Заслуживают они в первую очередь. Поэтому, когда некоторым из них читаешь эти аяты, объясняешь ему эти вопросы, что он тебе говорит? Что ты мне читаешь аяты, которые были ниспосланы для язычников времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Ты мне читаешь аяты, которые ниспосылались про язычников, которые жили во времена пророка. А я же ведь мусульманин, субханаллах.
Разве твои дела не похожи на дела язычников и многобожников, которые жили во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? В чем разница между словами многобожников, о которых поведал нам Творец в Коране? «Ма на'будухум илля лиюкаррибуна иля Аллахи зульфа». Вот так они сказали, как Аллах передал от них в Коране. Мы поклоняемся им только для того, то есть они сказали, язычники арабы, мы поклоняемся им, то есть этим идолам, не только идолам, но и духам, и пророкам. Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. В чем разница между словами этих язычников и твоими словами? Я хожу на мавзолей Ахмада Ясауи для того, чтобы он приблизил меня к Аллаху, так как я грешный, а он чистый. Какая разница между этими твоими словами и словами многобожников? Нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Нас, братья, не интересует обет поклонения, какой он. Нас интересует сам факт, а именно посвящение твоего поклонения не Аллаху. Субханаху ва тааля. А кому ты уже посвящаешь на поклонение, нет разницы. Все является многобожием. Все называется неверием в исламе. Понятно? Поэтому удивительно положение некоторых мусульман, которые не знают жизнь своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потом говорит автор, в течение 10 лет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, следовал этому и призывал к таухиду. После чего он поднялся на небеса, где ему были предписаны 5 обязательных молитв. Жил в Мекке 10 лет, призывал к единобожию, потом Всевышний Аллах почтил его великим событием, которое называется Аль-Исра валь-Ми'радж, вознесение на небеса. Он поднялся на небеса, где он встретился с пророками, видел ад, видел рай, разговаривал с Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, и там ему Аллах предписал совершать 5 обязательных молитв, 5-кратный намаз. Раньше они в Мекке совершали намаз 2 раза в день, утром и вечером, по 2 ракаата. После этого события Аллах вменил обязанность 5-кратный намаз, который тоже состоял из 2 ракаатов. Но после того, как они переселились в Медину, уже был установлен вот такой намаз, который совершают сегодня мусульмане. А именно 2 ракаата утреннего намаза аль-фаджр, 4 ракаата зухр намаз, 4 ракаата аср намаз, 3 ракаата магриб намаз, 4 ракаата иша намаз. В течение 3 следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке. После чего ему было приказано совершить переселение хиджру в Медину, так как многобожники не давали жить ему в Мекке и его сподвижникам. До этого Всевышний Аллах разрешил переселиться куда? В Эфиопию 2 раза. А потом уже, когда действительно гонение многобожников усилилось, а жестокость стала более суровее, Аллах Всевышний приказал, повелел и разрешил им сделать переселение хиджру куда? В Медину. И они делают хиджру куда? В Медину, спасая свою религию, так как не могли в Мекку открыто показывать свою религию. Так как в Мекке открыто не могли проповедовать свою религию. А тот, который не может открыто проповедовать свою религию, должен что сделать? Должен переселиться и искать место, где у него будет возможность свободно исповедовать религию, потому что земля Аллаха широка. Хвала Ему, субханаху ва тааля. Если здесь все мешают поклоняться Ему, езжай в другое место и поклоняйся там Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Потом автор говорит, что такое хиджра вообще. Хиджра – это переселение из языческой страны в исламскую. То есть, когда нет возможности исповедать религию. Она является обязательным предписанием для этой общины и останется действительной до наступления судного часа. Хиджра является обязательным. То есть, если не выполнишь хиджру, будет большой грех. Когда хиджра будет обязательной? Хиджра будет обязательно тогда, когда ты будешь жить среди неверующих людей, которые не будут давать тебе возможность открыто исповедовать твою религию. Тогда для тебя хиджра, то есть переселение, как говорит автор, из языческой страны в исламскую, будет обязательно. Будет для тебя обязательно. Если не сделаешь, будешь грешником. До наступления судного часа действует этот закон Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. На это указывает высказывание Всевышнего, то есть на то, что это является большим грехом, если не выполнишь, и о том, что является хиджра обязательной, когда нет возможности исповедовать религию открыто. На это указывает высказывание Всевышнего. Потом привел 99-й аят суры Ан-Ниса. Тем, кого упокоят ангелы, чинящими несправедливость по отношению к самим себе, они скажут: в каком положении вы были? Они скажут: мы были слабы и притеснены на земле. Они скажут: разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет гиена. Как же скверно это место пребывания. Это не относится к слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не в состоянии найти туда, то есть в Медину, дороги. Всевышний также сказал, говорит автор: «О мои верующие рабы, воистину моя земля обширна, и только мне вы поклоняетесь». 56-й аят суры Аль-Анкабут.
Аль-Багауи, известный имам, известный толкователь Корана, авторитетный, кого знают все мусульмане, в своем тафсире сказал, этот аят был ниспослан о мусульманах, которые остались в Мекке и не совершили переселение, хиджры. Аллах обратился к ним именем веры. То есть они не стали неверующими, потому что они переселились, но Аллах выразил им порицание, потому что они этого не сделали. То есть это большой грех, но не является неверием, не является куфром. Потому что Аллах обратился к ним именем веры. Значит, этот аят был ниспослан о мусульманах, которые оставались в Мекке. Которые оставались в Мекке и не переселялись. В то время, как у них не было возможности исповедовать религии. Это как раз таки смысл их слов: мы были слабы и притеснены на земле. То есть не могли спокойно исповедовать свою религию. Что вам мешало переселиться? Ведь земля Аллаха была обширна для того, чтобы вы переселились на ней. Не оправдывайтесь, воздаянием вам будет огонь. То есть это обязательно предписанием. Поэтому автор здесь говорит о необходимости переселения, говорит и сунна. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, не прервется переселение, пока не прервется время покаяния, а время покаяния не прервется, пока солнце не взойдет с запада. Не прервется переселение, пока не прервется время покаяния. Время покаяния, то есть до каких пор можно покаяться? Пока солнце не зайдет со стороны запада. То есть уже перед судным днем. Уже незадолго перед судным днем. До этого времени можно принести покаяние. И пока человек не умер, может покаяться. Двери покаяния к Аллаху открыты. Точно так же и переселение хиджра остается законной и действует до судного дня. Понятно это или непонятно? То есть вкратце автор хочет сказать, что ты, когда свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Аллаха, когда говоришь, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, мы с вами говорили, это что такое? Шахада. Что такое шахада, свидетельство? Свидетельство это когда ты сообщаешь о том, что ты говоришь и что у тебя в сердце, и показываешь это на органах своего тела. Вот что такое свидетельство. А если ты не сможешь показывать своим телом, что ты свидетельствуешь о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, и не сможешь в речах показывать, что ты мусульманин, получается, это твое свидетельство неполноценно. Оно неполноценно, оно не полно, понимаешь? Если ты по-настоящему свидетельствуешь, ты должен сообщать об этом всем людям, чтобы все люди видели это твое свидетельство. Не просто так ты дома свидетельствуешь, а на улице ты, как все остальные. Приходишь домой, только дома совершаешь намаз. Нет, ты верующий везде, ты открыто должен исповедовать свою религию. Ты открыто должен идти в мечеть, открыто совершать намаз, давать садаку, говорить ля иляха илlallah, поминать имя Господа твоего. Открыто везде. Это смысл твоего свидетельства. А если нет такой возможности из-за притеснения неверующих людей, среди которых ты живешь, давай выселяйся и уходи отсюда. Если ты по-настоящему свидетельствуешь, давай выселяйся, переселяйся и уходи отсюда, покидай это место. А если не ждешь, это большой грех. И вообще переселение, дорогие мои братья, это переселение в первую очередь сердцем. Оставить нужно то, что запретил Аллах, покинуть и переселиться к тому, что Он любит и чем Он доволен, субханаху ва тааля. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вот по-настоящему, что такое хиджра, переселение. Вот что такое хиджра. Некоторые говорят, я не могу читать намаз, потому что на работе у меня не получается. Ну скажем, сделай хиджру, покидай эту свою работу, уходи оттуда. Это приказал тебе в первую очередь посланник Аллаха, алейхи салату вассалям. И это истинная суть твоего переселения, твоей хиджры. Некоторые говорят, я не могу поклоняться Аллаху субханаху ва тааля, и потом перечисляют тебе отговорки, причины. Мы скажем, для тебя обязательно сделать переселение, покинуть это все своим сердцем, или даже, возможно, органами своего тела, и направиться полностью к Аллаху, покинуть все это и идти к Аллаху табарака ва тааля.